Согласно данным Комтуризма, в первом полугодии 2022 года Ингушетию посетило 60 тысяч человек, что больше почти на 20%, чем за аналогичный период 2021. Также стало больше в этом году и агентств отдыха, теперь их 5 вместо одного. Впрочем, и количество мест для размещения гостей тоже увеличили. Это туристический центр, это апарт-отель «Берд». И предполагается, что в октябре месяце уже запустится тоже гостевой дом «Терк». Это более 30 номеров. Этому поспособствовало освоение полученных субсидий от Федерального агентства по туризму в размере 80 миллионов 600 тысяч рублей. Эти средства предоставляются в поддержку общественных инициатив по развитию туристической инфраструктуры. Туда включается благоустройство туристических маршрутов, закупка оборудования, также благоустройство территорий. Сейчас ведется работа Комитетом по туризму по подписанию соглашения с заповедниками Республики Ингушетия для того, чтобы грантополучатели имели право реализовать данный грант на территории. Сейчас в регионе действует около 35 маршрутов, которые проходят как в равнинной части республики, так и в горной. Самые посещаемые пролегают в Джейрахско-Асинском историко-архитектурном и природном музее-заповеднике, где сосредоточено множество памятников истории и культуры. И их необходимо привести в соответствие. Мы надеемся на поддержку федерального заповедника Эрзи в том, что они подпишут соглашение с грантополучателями, и у них будет возможность реализовать данные проекты. Велопоход с символичным названием «От башни к башне» – международный фестиваль бейсджамперов. И не только. Первое полугодие было насыщено значимыми событиями для сферы туризма Ингушетии. Мероприятия, которые прошли в этом году, это несколько выставок в Москве, МИД, выставка, которая прошла у нас в августе месяце ВДНХ. Это у нас несколько событийных мероприятий, таких как открытие летнего сезона, это вручение и поддержка студенчества. В рамках этого мы провели несколько мероприятий с ними. Выставки, инфотуры, гастрономические фестивали, соглашения с туроператорами других регионов и, конечно же, реклама. Развитие туристического кластера Ингушетии имеет для региона важное значение. В этом году Комитет по туризму заключил соглашение с Комитетом по туризму города Москвы, и в рамках этой программы у нас получилось на 2 месяца повесить более 50 баннеров в городе Москве, более 20 табло и около 10 сити-волов получается в городе Москве. И, соответственно, это вся реклама направлена на то, чтобы люди, туристы, российские граждане приезжали в Республику Ингушетия и узнавали наш край. Создание санитарных зон, площадок для кемпинга и кострища – грандиозные планы у регионального комитета по туризму и на предстоящий 2023 год. Также республика поучаствовала в грантовой поддержке. Было направлено письмо главой Республики Ингушетия о предоставлении средств из федерального бюджета Республики Ингушетия. И результатом этого послужило выделение средств на 2023 год на некапитальные модульные строения, кемпинги, автокемпинги 82 миллиона рублей и на создание туристической инфраструктуры 102 миллиона рублей. На достигнутых результатах комитет останавливаться не собирается. Уже 17 сентября Ингушетию посетит крупнейший туристический агрегатор «Медиаразведка». В рамках пресс-тура журналисты, фотографы и блогеры познакомятся с крупнейшими достопримечательностями республики и местной кухней. А уже 22 сентября в регионе пройдет гастрономический фестиваль национальной кухни, который может посетить каждый желающий. Тамара Хшагульгова, Адам Далаков, Новости 24.